Всем привет, Всем привет! С вами канал Life. Меня зовут Карина, это мой муж Владимир. И мы сейчас идем с вами прогуливаться в магазин, потому что сегодня в Калининграде довольно прохладно. На улице 17 градусов и одни облака. Но мы не отчаиваемся. Лето, наверное, начнется все-таки у нас. А сегодня шопинг. Да, все, пойдем. Вот мы тихонько, прогулочным шагом идем. Везде пасмурно, так тихо. Птички только щебечут. Мы решили пойти в торговый центр Европа. Раз все торговые центры открыты, мы наденем там маску, намажем нос оксалином. И нам нужно купить для меня кофту на замке. Это очень важно, потому что у меня летом в прохладную погоду практически нечего носить. А все почему? Не потому, что у меня совсем нет денег, а потому что мне некогда ходить шопиться. И довольно казалось все это время, что это очень опасно. Вот. Еще нам, похоже, придется ходить в аптеку, потому что я немножечко раскровила свой прекрасный пальчик. Как бы не прискорбно это звучало. Мне нужен пластырь. Вот. Ну, мы решили пойти в магазин, по-моему, называется, как он? Диверс. Я там ребенку, ну вот кроме Адидаса и Рибака, покупаю всякие спортивные вещи, и вообще всякие вещи. Ему нравится, и я думаю, что, может быть, я тоже там посмотрю какую-нибудь кофту на замке. По сути, цена-качество очень приемлема. Ну да, средняя такая цена. Ну, в принципе, в Адидасе и в Рибаке так-то, если в дисконте смотреть, тоже как бы примерно такая же цена, если честно. Но просто нам до дисконта, если ехать, то очень далеко. А если в торговом центре Европы идти в Адидас и в Рибак, там такая кофточка выйдет 1010. Ну, от 5. И меня это, ну, пока не устраивает. Я не хочу кофту просто так потаскать там, покупать за такие деньги. И сейчас мы с вами изучим лучше другие цены, другую ценовую категорию. Так, сейчас будь здоров. Мой муж зайдет за пластырями. Вот. А я подожду. Тут у нас. Мы, конечно же, в масках. Потому что, ну, во-первых, зашли в аптеку, а во-вторых, и по улице ходим в масках все равно. Несмотря на то, что вроде как говорят, вот, не надо уже носить. Мы пока носим. Это Ленинский проспект. Сегодня он активен, оживлен. Мы в арке находимся. Получается, Меркурия, наверное. А? Пойдем обработаем. Пойдем обработаем. Обработали. Тут нашли клумбу красивую. И цветы тут уже как будто бы немножечко стихийно растут. Березка. Вот. Но сегодня вот прям небывалая холодина. На улице 17, но мы идем, или 18, но мы идем и прям трясет от холода, потому что ветер какой-то северный. Причем, вы знаете, обещали 26-28, но через 2 дня. Завтра 21. А вот сегодня прям мороз-морозыч. Такое чувство, что у нас не лето, а ранняя мартовская весна. Вот так вот прям. Не июнь, а март. Обычно в Калининграде март такой. А так, считай, сейчас все зеленое. Вот, буквально позавчера был очень теплый день, мы с вами гуляли. Вчера холодина, 14. Сегодня по-божески еще, но ветер очень ледяной. Я вот одела вот
кофта, платье, леггинсы. И мне холодно. Я иду, мне холодно. Вот поэтому мне и нужна кофта. Да, Владимир Николаевич? Да? Да. Нужна кофта. Обязательно. Мы специально выбрали будний день, чтобы меньше людей было в торговом центре. Ну да, мы об этом с вами разговаривали в воскресенье, что мы хотим купить кое-что, но не пойдем в воскресенье, потому что будет слишком много народа. И вот мы выбрали вторник. Выбрали понедельник, но получился вторник. Ну, у нас же работы очень много, поэтому и получился вторник. И сегодня мне еще очень много надо сделать, просто многим людям еще ответить. Вот. Но однако 15 минут на магазин можно выделить. И 15 минут до магазина еще туда-обратно сходить. Да, Вот. кстати, может, кому интересна информация, сутки с 13 на 14 с 18:00 по московскому времени считается днем Гайатри мантры. И воспевание Гайатри мантры на протяжении 24 часов, ну, кто сколько может, по сути, дает очень хорошие духовные плоды. Карму негативную сжигает. Да, это считается всемирным днем Гайатри мантры, и очень много духовных учителей Индии. В общем, мы с 13 на 14 с 6 часов вечера по Москве будем сутки произносить Гайатри мантру. Попробуем, по крайней мере, по возможности. Для нас это важно. Надеюсь, вы нас поддержите. Хотя бы частично, хотя бы там, не знаю, полчаса, час. Это тоже сделает для вас очень много. Да, потом очень много людей будет повторять, поэтому... Да, сила великая получается духовная. Энергетический поток большой. Вы к нему, получается, повторяя мантру, подключаетесь. И она вас полностью чистит, гармонизирует. Чистит родовые каналы. Те, кто у меня сейчас на ритуалах, все будут подключены, естественно, к этому автоматически. Я за всех буду молиться. Гайатри мантра, мантра любая, это молитва. И она призвана улучшать нашу жизнь, гармонизировать нашу жизнь, все ее области, сферы. Поэтому вы у меня все на молитве постоянно. А мы идем, и вроде как собирается дождик. Вот так-то. Мы уже подходим к торговому центру Европа. Находимся у очень известного фонтана, который мы вам показывали. Но, к сожалению, он не работает, как и ни один фонтан в Калининграде. Уже чего только не... Ну, можно все практически. Уже через неделю открывают рестораны, кафе. Гостиницы открыты. Фонтаны не работают. В чем логика? Непонятно. Но, видимо, она в чем-то тут есть. Это логика. Также мы все время пытаемся узнать про индийские ашрамы, которые со вчерашнего дня должны были открыть, но половина ашрамов отказывается открываться самостоятельно. То есть правительство разрешило Индии, да? А ашрамы не хотят. Смотрите, как красиво из анютиных глазок сделали вот такие стенды. И они просто невероятно пахнут, конечно, эти анютины глазки. Вот идет, не я за ним. Так красиво, так мило. Тут у нас Родина-мать. Идем. Тут у нас вот маяк. Торговый центр Маяк. Вот он весь. Люди на лавочках сидят, гуляют, все у них хорошо. Всем плевать уже на эпидемии, на все эти. Многим. Многие прям даже вот говорят, что типа это вообще фейк.
На самом деле нет, но у каждого свое мнение, так сказать. Характерный вход. А он здесь закрытый? Сейчас все узнаем. Нет, открыт вот с той Вот стороны. вход, вот выход, все подписано. Все серьезно, ребят. Отдельно вход, отдельно выход, отдельно пиво. Не туда. Ты идешь вот с этой стороны. Да, все, я вижу. Поняла. камеру Видите, вход, выключи. выход. Сейчас Вот, выключу, сейчас, вот, подожди. сразу. Хочу показать просто, как оно выглядит. Вот тут заход, чтобы зайти во вход. Тут выход, проход запрещен. Видите? Вот наши магазины в торговом центре Европа. А вот Диверс, в который мы идем сейчас. Вот скидки. Без заклепок, без ничего, да? Нет, мне такие не нравятся. Сколько такая стоит? 1990? Нет, я такой не хочу. Ой! У меня это слишком
Ну, пока я ничего не выбрала. А эту футболочку, которая с блестяшками. Футболочку буду, наверное, брать вот эту. Ну все, мы, в общем, определились. Пойдем сейчас покупать. Ну и что? Может, все-таки взять эту кофту? Ну, вот она тебе идет, в принципе. Да? Как раз для прогулок, для спортивных каких-то. Ну хорошо, давай тогда ее купим, что ли? Давай. Все, покупаем, решили ту кофточку взять. А блестящая не оказалась моего размера. Вот так. Только вот тененькую возьмем вот эту кофточку. Надеюсь, что она мне понравится. Ой, если все будет шуршать, придется удалять видео. Вот так-то. Булочки 990 вот такие. А такая, интересно, сколько стоит? Такая стоит с черепом. Тоже 990. Вот. Все, пойдем. Пойдем. Ну, здесь уже этого нет. Вот так. Что? Обувь какую-то летнюю присмотрим. Обувь? Нет, у меня есть обувь, вот же. Расклеилась. Что? Расклеилась немножко. Где? Вот на носке. Видишь? А, ну значит я куплю другие балетки, но не здесь. Здесь нет балеток нормальных. Вернее, они есть, но они будут стоить 5000. Меня это не устраивает, к сожалению. Или к счастью. Вот. Ну, вот такая у нас покупка сегодня. Пройдемся еще немножко по торговому центру, но мне кажется, он опасным. Почему? Потому что здесь много народа. Может быть, даже люди, которые приезжие, прилетели, Смотри, не Зара. соблюдают там режим, например. Ну, в магазин пускают только какое-то количество людей. Вот. Поэтому все стоят около торговых залов. А где мой телефон, Вов? У меня в У кармане. тебя? Около торговых залов и ждут, когда их пустят. Вот. Вот так вот очереди выглядят. Некоторые просто огромные, потому что они в Зару. Вот Зара. Очень популярный магазин. И тут просто ужасная очередь, конечно. Меряет температуру на входе в Зару. В Зару, да, температуру меряют? Ну, вот видишь, это жесть. Ну, почему? Нет, я про то, что очень напряженно себя чувствую в торговом центре, поэтому пошли на выход, мне не нравится. Хорошо. В Бонвиль зайдем? Зачем? Ты хочешь попить коронавирусного кофе? За печенькой? Ну, думай. Ты обиделся? Нет, чего я должен? Из-за кофе? Коронавирус, ну, Да. Мы сегодня кофе достаточно много дома выпили. Да, как обычно. 4 Уже 4, а мы еще придем, обязательно будем пить 5-ю. или 6 выпили. Мы не помним, сколько мы выпили. Иногда это 5-я, иногда 6-я. И мы никогда не помним, сколько. Вот. Ну, вот такая у нас сегодня прогулочка. Мини-шоп-клуб. Да, мини, потому что я бы вот с удовольствием пошарилась по магазинам, но меня это напрягает, прям напрягает. И я не могу справиться с собой. Поэтому купили скорее кофту и скорее сигаем отсюда, и все. Вот. И не могу с этим справиться. Выход. Все, мы вышли. С другой стороны немножко вышли. Так, мне нужно все убрать, сменить. Мы пришли в аптеку, называется Ригла. Это очень дорогая аптека. Но мы ищем определенный препарат.
медикамент, он называется Экстрапласт. Это единственный пластырь от бессонницы. Хочу его попробовать хоть раз. В общем, это пластырь гелевый, он лепится на... Ну, вот нету здесь. Лепится на лоб на ночь. И содержит эфирные масла. Мяты и лаванды, по-моему. Абсолютно безвреден и не имеет никаких противопоказаний. Лепится на лоб и говорят, что можно поспать. У меня бывают иногда то клиенты тяжелые, то еще что-то. И какое-то время бывает, что трудно спать. Вот. Или энергии слишком много накачаю с помощью космоэнергетики. И вот этот экстрапласт я хочу попробовать, чтобы не употреблять никакие снотворные, потому что мне это не надо. Просто интересно даже стало. Вчера узнала, что он присутствует в аптеках российских. И хочется испытать его на себе. Сделать испытание. Поддастся ли мой организм, чтобы спать. Вот. Если понравится, я вам обязательно, если я его вообще куплю, обязательно расскажу. А вообще, кому хочется там успокоиться, есть рекомендация по поводу корня синюхи. Есть такой сироп синюхи. Это очень сильно успокоительное средство природного происхождения. Вот наши розочки тут цветут. Такие милые. В общем, синюха — это одна из трав, которая очень сильно успокаивает нервы. Употребляется она крайне в малых дозах, поэтому не рекомендую ее брать и заваривать. А вот сироп, дозировка четко расписана. Также есть капли, но сложно с ними, потому что их надо крайне мало капать. А с сиропом проще. Там уже не такая концентрация. Вы по мерной дозе потребляете, и нервы успокаиваются. Вот так. Но его тоже очень сложно доставать. Редко где продают. Но если продают, найдете, обязательно покупайте. Мы идем в следующую аптеку. Вот мы подошли уже к социальной аптеке. И сейчас мой муж пойдет дальше спрашивать про пластир. Про пластир. Про пластырь. Спрашивать дальше пойдет. Вот. Да-да-да-да-да-да-дам. А я буду за ним подглядывать. Подглянула. Я очень хочу всем вам пожелать любви, добра, счастья и богатства. Пока стою у аптеки в маске. Вот так-то. Тут янтарики продают. Мы тут как-то уже с вами стояли. И опять стоим. Мы из аптеки не вылазим, видимо, уже. Кто-то выкинул банку с из-под газировки как это называется? В клумбу. В горшок с цветком. Так. Ты все это время стоял, чтобы спросить? Ее не было, продавщицы.
Не продавщицы, а этого провизора. Или фармацевт называется, да, еще? Фармацевт. Провизор, аптекарь. Вот это наш любимый магазин Нагеш называется, индийский. Мы очень его любим. Будем в аптеку заходить, в Викторию. Мы в Викторию вообще будем заходить или все-таки нет? Не знаю, почему-то смущает меня поход в Да? Викторию. Ну тогда пошли домой. Жалко, что мы не нашли. Но мы еще пообходим аптеки. Если я его куплю, буду снимать про него. Может заказать в интернете. Может быть, и закажем, посмотрим, подумаем. Про это тоже. Может, и закажем. Мне вот интересно попробовать этот пластырь. Там в упаковке 3 штуки, и стоит он рублей 200, наверное, всего. Вот, очень хочется. У нас цветочная лавка. Подожди меня минуту. Хорошо. Подожду. На остановке стоим. Автобусики, автобусики. Автобусики, автобусики. И я стою, жду. Я сегодня жду. И дождь начинается. Но я все равно счастлива. Так. Все равно всех люблю. По-моему, мой муж хочет купить мне цветы. Но я, может, конечно, ошибаюсь. Но кроме меня, вряд ли ему кому-то нужны цветы. Если только себе. И вряд ли он будет покупать цветы сыну, поэтому... Или собаке. Поэтому, наверное, это мне. Та-дам! Подержи. Давай. Спасибо. Вот такие вот мне купили цветочки. Ой, я так счастлива. Любимых. Это мои, да, одни из самых любимых. Я люблю хризантемы. Сейчас придем, и у меня будут свежие цветы в вазе, потому что прошлый букетик мой завял. Окончательно и бесповоротно. Там тоже были хризантемы, но другого вида совершенно. С серединками. Вот эти, вот, видите, пышненькие такие, а там с серединками. Как ромашечки такие. И они были очень странного светло-фиолетового цвета. Я такие никогда не видела. Но они у меня есть в Инстаграм выставлены, ВКонтакте. У тебя мой телефон, да? Все время забываю, куда его деваю. Вот. Даже сквозь маску чувствую аромат. Так что я сегодня счастлива. У меня есть цветочки. Би-би-би. Вот на этой счастливой ноте мы, наверное, пойдем уже домой. Мы вам желаем счастья, любви, процветания, богатства и всего самого лучшего. Всем пока!